Добрый вечер, сябры и сяброўкі. Мы только что прослухали некалькі мелодий у выкананні нашего суседа по краіне. Это был украинец Антон, и мы шчыра дзякуем ему за то, что он долучился до нашего сённяшняга мітингу. Мы у свою чаргу нагадываем вам, Антон, у вашей особе, что белорусы, вольные белорусы падтрымліваюць Украину. Слава Украине! Героям слава! Шановные вольные белорусы и белорусски, давайте повітаем одного, давайте повітаем усіх, кто сегодня долучился до нашей акции. Творчую простору «Кропка». Эй-эй-эй! Карчму 1863. Нашу прыгажуню Ліяну з яе прыгожымі кветкамі. Жыхароў беларускага замка, на плячах якіх трымаецца ўся арганізацыя. Клуб «Ліцвіны», які запрашае вас навучыцца плясці маскіровачныя сеткі. Гэта тое, што сёння вельмі істотна там, дзе нашы хлопцы і украінскія ваяры на сваіх плячах выносяць увесь цяжар, змагаючыся за нашу і вашу свабоду. Асобная падзяка і пашана тым палітычным вязням, якія сёння тут прысутнічаюць. Дякуем, что мы все тут разом. До речі, придбать їжу і підтримати Кропку, підтримати Ліяну з квітками, і які можна так само потім після маршу скласти до наших загиблих героїв. Це все там. Тут, на кафедральній площі у Вільні, городі, який дав нам усім підтримку і притулок. Україні, яка одразу з початку протесту жнивня 2020 року підтримала нас у імкненні до волі і якої ми щиро вдячні за підтримку тягом усього часу з початку 2020 року. Ачу Літва! Ачу Літва! Ачу Літва! Ачу Літва! Ачу Літва! Ачу Літва! І зараз у знак пошани і подяки країні, яка нас усіх притулила, яка нас підтримує, ми сповнимо гімн Литовської Республіки. Все белорусы здесь, значит, я не один. Слова песни вы знаете, и я надеюсь, что все подпоют и споем мы хором.
день тепла, вместо огня дым. Из стенки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает. На пылающий город падает тень. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе, в наших слезах и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Электрический свет продолжает наш день, и коробка спичек пуста. Но на кухне синим цветком горит газ. Сигареты в руках, чай на столе. Эта схема проста, и больше нет ничего. Все находится в нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе, в наших слезах и в пульсации вен. Перемен, мы ждем перемен. Живе Беларусь! Всем привет. Саша рисовала на асфальте новую свободную страну. В ней все люди были братья. Только одного я не пойму, почему же дворник с сизым носом рано в воскресенье поутру подметал метлой не папиросы, а девичью Сашину мечту. Где, ставя в страхе и сомнения, люди выбирают и не ждут, чтобы им распоряжение поступило через грозный кнут. В Сашином рисунке нету злобы. Отчего же он закрашен был? Саша достает мелки и снова на асфальте чертит дивный мир. В нем учителя позволят детям вырасти достойными людьми и с трудом, решительностью, честью гордо путь во взрослый мир пройти. Мелом нарисованы улыбки, твердой детской смелой рукой на холсте из тротуарной плитки. Посмотри, прохожий, постой, полюбуйся знаменем свободы, обрети над жизнью своей власти. Несмотря на войны и погоду, Саша продолжает рисовать, повторяя свой рисунок снова, в плоскостях дворов и мостовых. Саша добивается простого, но такого сложного для них. Делать не приказ, а то, что должен, замечая жизнь и красоту. Верить, что ты сам себе поможешь и другим осуществить мечту. Будь хоть дворник, хоть танцор балета, хоть мальчишка юный, без усов. Главное — остаться человеком, а не шестеренкой от часов. Саша рисовала на асфальте, с нею рисовала вся страна, всячески пренебрегая властью. Рисовал народ самих себя. Привет! Привет! Йогу натхненных и молодых, их незлечено было. И он на площади у городы с песней, что близко светло. И запаливали свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, яны спевали за им. Разбури, турмы, муры, ранишь свободы до горы. Буркутка рухни, 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 и поховали след старый. Разбури, турмы, муры, ранишь свободы до горы. Буркутка рухни, рухни, рухни,
хавае свет стары. Привітання, сябры! Мы сегодня тут, каб напомнить про тысячи белорусских политвязнів, наших братов, наших сестер, якія кинуты у белорусские турмы, где стресс и постоянно агрессивный осяродак повольно забирая здоровье. Здоровье палітычныя вязні таксама губляюць і у карцерах, куды іх вельмі часто по надуманых причинах кидают тюремные администрации. Там не выдают постельных принадлежностей, там не выдают матраса, подушки. Там, особливо в зимний период часу, вельмі холодно, катують холодом. Там тримають вельмі довгие термины у одиночных камерах без сувязі со внешним светом. И зараз я дозволю себе напомнить прозвище белорусских правоабаронцев, які ось зараз знаходяться в белорусских турмах. Это волонтеры правоабарончого центра «Весна», Марфа Рабкова, Андрей Чапюк, кіраўнікі организации Улад Лабкович, Валентин Стефанович и вядомы усім правоабаронца, Нобелевский лауреат премии мира Олесь Беляцкий. И так само я хотел напомнить про інших тысяч белорусских политвязнів, політичних и профсоюзных активистов, журналистов и просто небояковых белорусов, якія только за то, что потребовали перемен, вымушены платить эту высокую цену. У Беларуси объявлена и протягивается война добра и зла. И у гэтые часы нам застаецца одно, чего у нас нельга забрать. Это наша солидарность. Давайте каждый день, каждый час думать, допомагать семьям политвязнів и чекать, каб яны вышли на волю живые и здоровые. Мы разом. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Свободу политвязням! 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 Низкий вам поклон, будьте здоровы! Живе Беларусь! Живе вечно! Дякую. Сёння па ўсёй нашай планеце людзі беларусы ў розных кутках, у розных гарадах, у розных вёсках збіраюцца, каб адзначыць гэтую 4-ю гадавіну. Ну і мне прыемна быць сярод вас у гэты вечар. Жыве Беларусь! Начинаем с далекого 1989 года. Песня «Земля». Недавно она была выкладена у социальных сетках. Старожитная песня, змест якой, на жаль, актуальна і сёння. Вось моя земля под ногой бежит, вось моя земля у снегах лежит, закованная лютым холодом, подуленная чужим волотом. Вось моя земля заповедная, занятая, неприметная, хоть богатая на молитвы, а кровью щедро политая. А сыны я не
слеченые, бесхлопотные, нехрещеные, не турбуются, не хвалюются, только пить да спать не ленуются. Як почнеш співать, не обудяться, як почнеш кричать, не дочуються, а спитаєш пить, не дадуть води, а захочеш бігти, нема куди. Я иду наперед по збочине, я даю свои песни звучные, а земля моя под ногой бежит, а земля моя у снегов лежит. Ну, можеш вийти. Песимістична пісня, але все скончиться добре, повірте мені. Пригадайте моє слово і значно хутче, що ми думаємо. Давайте тепер щось таке більш нейтральне. Тут усюди, так і дивись, мені сповняться вже. А ветра сусіда, поки не дихаю, все нормально. Дякую, город, і крутить мене грати, не варто ночі, і не варто рух. І я гляджу на зори, і я гляджу на хмари, і слухаю ласного серця стук. А ти мене не бавиться Боги, не у світ не в шар, а ти мене не стою, а ти Давайте покажем такую едность белорусскую. Сегодня же таки векопомный день. 4 гады. Так что, коли ласка, возьмем все в руки так гучно, как все почули, как все Вивня нас почула. Раз, два, три и... Ты выходишь с дому, а дороги нема. Ты дыхаешь на полные груди, а поветра нема. Есть туман. Ты выключаешь окно, а я на тебе, як на войне. Як на войне. Что достанется, коли попел под
все. Что застанется, коли ветер развеет все? Что застанется, коли смочится все? Только любовь. Только любовь. Только любовь. Только любовь. Только любовь. Простые слова, простые речи, хлеб на столе, полы на печи. Это так просто, это так добро. Я с головою залезть и под ковдру. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Прицемком синим, зимовой порою, у доме батьківським усё так знайомо. Я з чим согреться, где сховаться, у доме батьківським у матчиной хаті. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Усё так надійно, усё так грунтовно. Что тут додать, хіба що нічого. Можна жить далі, день прийде новий. Добравишь поненьки, добравишь по нове. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи, простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Простые слова, простые речи, простые слова, простые речи, простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Ну, теперь давайте снова возьмем волю в кулак. И этот простый и ясный рефрен приспеваем разом, так как уся Вільня і навіть Антоkolь, аби все це почулося удячної білоруської публіки, яка сьогодні сюди не прийшла. Раз, два, три, и давайте проверим ваше ведение этого рефрена. Раз, два, три. Все класно. Ну, треба всім співати. Усім треба співати. І як мага громче зараз треба приспівати. Я ж просив, щоб усі, хто не прийшов, почули, і щоб корінне населення так само звернуло увагу на то, як ми мирно і класно співаємо мирно і класні пісні. Раз, два, три, і... Усі співаємо. Класно. Поехали. Простые слова,
простые речи, простые слова, простые речи, простые... Чому ви не співаєте? Чоловік, зі стягом, вишиванці зі стягом, чому ви не співаєте? Раз, два, три і простые, простые слова, простые речи, простые слова, простые речи, простые слова, простые речи, простые слова, простые речи. Зрозумієш тоді, що твій шарапаті по-ранішому тягнуться люд. Коли вийдеш у пальці, залізеш у горі і з людьми усталюєш контакт. Зрозумієш тоді, що сьогодні і вчора наше місце на тропіках. Ей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай, чекай не спала. Ей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай, не было Мария, и Бога Мария, не было Сенажора Марии. И на миллиона никуда не меряет, и ты шарапахи бери. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, чекай не настала. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, ты не чекай. Так любить Білорусь, нашу милую маму, треба розликай побивати. Зрозумієш тоді, под твоїми ногами, три столітні рухоми стоять. Ей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай, чекай не настала. Ей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай, ти не чекай. Ты не чекай, чекай не настала. Эй, ла-ла-ла-лай, никто не чекает, и ты не чекай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, чекай не настала. Еще раз. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай, ты не чекай. Еще раз. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чекай. Ты не чекай! Dos, tres, cuatro! Эй, ла-ла-ла-лай! Ты не чекай! Чекай не настала! Эй, ла-ла-ла-лай! Ты не чекай! Ты не чекай! Эй, ла-ла-лай! Ты не чекай! Чекай не настала! Эй, ла-ла-лай! Ты не чекай! Ты не чекай! Ты не чекай, чекай не настала. Ей, ла-ла-лай, ніхто не чекає, і ти не чекай, ніхто не чекає, і ти не чекай, ніхто не чекає, і ти не чекай. Дякую вам. Ой, дякую, що ви. Дякую.
Вот, разумеется, вообще мне кажется, что 30 белорусов, да, в Вильні, з них кожен тільки раз у місяць прийшов і запалив свічки, ми б закрили вот эту варту. Робіться тое маленькое, що можете. Варта святла в этот дробязь. Раз у месяц прийти, запалить свечки, записаться, да? А підтримати тих людей, хто змагається, у першу чергу, хто в окопах знаходиться зараз в Україні. Виберіть для себе маленький накерунок і робіть його постійно. Постійно, по кропельке, вода пробиває камінь. Країна любая, не плачь слезьми кривавыми. Надеян наши, недоля не губляй. Мы силой мужною тебе еще прославимо. Засеем волею под новый урожай. Променьми вышли мы змагаться силой темною. Променьми ясными керуем солнце всход. Завсёды гордые, як правда непокорные. Променьми выйдем мы, город змученный народ. Пройшли мы тундрою, просторами студенными. Губляли молодость над ломом и киркой. Как хмары разогнать над нашими загонами, как стала сонейка над нашей землей. Отступить вороги, продволи нашей силою, навеки вечные, покинуть наш порог. С колен подымемо айчину нашу милую, и будем з ёю мы, а з нами буде Бог. Стрелы узлетают высоко в нябёсы, дозоры імкнуцца, упарта і моцна. Пакуль моя мара напілася спіць, гляджу яму след, іх не спыніць. Стрэлы загінулі недзе ў атмасферы, але агеньчык я бачу і веру. Яны воскрэснуць, яны будуць жыць, стагоддзяў жывы механізм не спыніць. Стрэлы упарта крочаць наперад, ім так патрэбна, без сэнсу і мэты. Павінны секунды, хвіліны лічыць. Гадзіннік ідзе, яго не спыніць. Стрэлы праз сэрца крочаць на выхад. Гадзіннік ідзе, дазваляе нам дыхаць, і нельга спыніцца, наш час на карысць. Наш час надыходзіць, яго не спыніць. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! А што я хацеў прамовіць, гэта проста яшчэ раз успомніў верш, які быў у апошнім слове на маім судзе, што я прамаўляў. Гэта невялічкі верш Міколы Ярмаловіча, які займаўся даследаваннямі Великого княства Литовского, гісторык. Дык вось ён напісаў у сваіх гутарках такі верш. Ці хочаш жыць для Беларусі, служыць за праўду ў барацьбе? Тагды, мой сябра, я звярнуся з наступным словам да цябе. Прымай жа праўду ты без страху, як некалі прымал Кастусь, няма цяжэйшага больш шляху, чым у змагара за Беларусь. Дзякуй вялікі. І жыве Беларусь! Дорогие люди, я, конечно, говорю еще не на мове, но уже читаю. Я хотела на самом деле поддяковать кожного, потому что так случилось, что когда меня сегодня спрашивают, тяжело ли было организовать этот праздник людям, я сказала, мне нет, потому что его организовали люди. И за это моя просто большая благодарность каждому. Сейчас дам, дорогая моя. Благодарность каждому, кто встал рядом и кто помог это все сделать. Вы просто все прекрасные, лучшие. И это те люди, которыми будет гордиться новая Беларусь, когда мы туда вернемся. И еще знаете, что помните? Ко мне когда приходят люди, которые только что приехали из земли, они говорят, знаете, нам так важно видеть, что здесь есть сила. Пожалуйста, будьте той силой. Пожалуйста, помните, что самое главное – это белорусы, которые у нас там. Но для этого они должны знать, что сила здесь. Спасибо вам.